Все превентивные меры приняты. Вместе с главой республики в Ленск прибыл министр по делам гражданской обороны и ЧС России Евгений Зиничев. День связи сегодня отмечают в России. В честь праздника в столице региона отметили лучших работников и активистов. В Удачном прошел отчетный концерт коллектива эстрадного танца «Амазонки». Ансамбль успел покорить не только сцены Мирнинского района, но и вышел на международную сцену. В эфире новости. В студии работает Василий Радченко. Поговорим о главных событиях к этому часу. Сегодня в город Ленск прибыл министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев. Совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым он провел координационное совещание по готовности реагирующих подразделений к паводковому периоду. Зиничев отметил, половодье в Якутии проходит в соответствии с прогнозом. За минувшие сутки ледоход на Лени продвинулся на 53 километра. Подтопленных населенных пунктов нет. На реках Лена, Алдан, Тата организована работа 3 оперативных групп Главного управления МЧС России по республике. В зону возможного подтопления подпадают 133 населенных пункта на территории 24 муниципальных образований. Организовано 272 пункта временного размещения с обеспечением чистой питьевой водой и предметов первой необходимости. Подготовлено 57 возможных мест для взрывных работ. В принципе, можно сказать, что на территории России в целом паводкоопасный сезон завершился. Остался бассейн реки Лена, северная Лена. В целом прошло благополучно. На удивление, причем там, где было много снега, где мы ожидали каких-то улучшений ситуации, этого не произошло. Будем надеяться, что и у нас это будет. От темы опасности водной стихии перейдем к огненной. По прогнозам синоптиков, это лето будет сухим и ветреным. В зону риска пожара входят южные районы, Вилюйская группа. Также огонь может вспыхнуть в окрестностях Якутска и в центральных и заречных районах. Иными словами, риск возгорания есть на всей территории республики. На подготовку ликвидации опасных возгораний в этом году выделено 266 миллионов рублей. Задействуют более 4000 человек, также привлекут 1450 единиц техники. В настоящее время проведены пожарно-десантные учения, проводятся патрульно-рейдовые мероприятия и профилактические беседы с населением. В целом, по словам Департамента лесного надзора, готовность к пожароопасному сезону составляет 90%. В этом году закупается на 84 миллиона рублей 28 единиц техники. Кроме этого, в настоящее время проведены учения с работниками лесопожарных формирований. Кроме этого, подготовлено по курсу тушения крупных лесных пожаров 105 человек. Составлено 27 протоколов о административном правонарушении по статье 8.32 КАП Российской Федерации. То есть это нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Более 132 миллионов рублей направят в Якутию на привлечение медицинского персонала в сельские больницы. Работа ведется в рамках национального проекта здравоохранения. Врачам, переехавшим в сельскую местность, выплачивают 1 миллион рублей, а фельдшерам 500 тысяч. Как передает источник, в 2018 году выплаты по программам получили 139 якутских медиков, выехавших на работу в сельскую местность и в арктические районы. Всего же с 2012 по 2018 годы по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в села отправились более 700 медиков. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 триллиона рублей. День радио отмечается сегодня в России. Свой профессиональный праздник отмечают работники отрасли связи и радиотехники. Именно в этот день, в 1985 году, Александр Попов в Петербурге публично продемонстрировал передачу и прием электрических сигналов по радио, положив начало развитию беспроводной связи, которая стала основой всех новейших технологий. С каждым годом качество связи в Якутии растет, расширяется и спектр услуг. Сегодня в парке высоких технологий в Якутске состоялось вручение 8-й ежегодной премии. Отметили не только профессионалов, но и активистов. Также там прошла стратегическая сессия по вопросам развития связи, где обсудили основные направления национального проекта «Цифровая экономика». Технологии не стоят на месте. Мы сейчас
сейчас стираются границы между телевидением, радио, интернет-ресурсами. И мы, конечно же, наша задача развивать именно высокоскоростной интернет. То есть мы хотим, чтобы каждый житель республики мог пользоваться высокоскоростным интернетом, чтобы у него были все сервисы, начиная от телевидения интерактивного, радио, всех интернет-ресурсов, социальных сетей, государственных услуг электронных. Новый компьютерный класс открыли в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Якутске. Современный светлый зал и 5 мощных компьютеров подарили жильцам учреждения в преддверии Дня Победы предпринимателей Якутии. Открытие прошло сегодня во время поздравления ветеранов с наступающим праздником. В доме-интернате сейчас проживает более 50 свидетелей страшных военных лет. Всем им вручили цветы и памятные подарки. А главным стал компьютерный зал. Как отмечают сами постояльцы дома, несмотря на возраст, многие активно пользуются интернетом и проводят время за компьютерными играми. А с новой техникой это станет делать еще приятнее и проще. Впечатления такие, что все красиво, идеально. Сегодня мы видим совершенно новый инновационный подход к созданию того зала, в котором вы были. Это не просто закупка компьютеров, да? Это не просто обучение по какой-то программе. Это создание среды, в которой пожилому человеку, оказавшемуся в этом доме, и для которого этот дом является именно главным, да? Вот это создание этой среды, которая именно позволяет легко входить в этот проект, легко осуществить, сделать так, чтобы мир оказался без границ. В сам день празднования Великой Победы состоится акция «Бессмертный полк». Сколько человек ожидают в этом году и каков маршрут? Сюжет нашего корреспондента Ольги Башук. 4 мая акция «Бессмертный полк» состоялась в Буэнос-Айресе. В ней приняли участие более 200 человек, в их числе и посол Российской Федерации в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Мы войну не знаем, воевали наши деды и отцы, как мои, но мы смотрели прекрасные фильмы, читали книги о войне, нам рассказывали наши родственники об этой войне. И я уверен, что через 25 лет Россия, конечно же, никогда не забудет того, что случилось. Потому что мы помним эти рассказы, мы помним слезы в глазах наших дедушек и бабушек, которые не могли, наверное, не эмоционально рассказать нам о том, какой ценой досталась эта победа. Акция также прошла в Гонконге, где среди участников были граждане России, русскоговорящие иммигранты и просто жители Китая. Дождливая погода не помешала им вспомнить своих воевавших родственников и исполнить под аккомпанемент баяна песни того времени. В Нью-Йорке марш памяти проходит уже 5-й раз подряд. В этом году 2000 человек прошли по Манхэттену вдоль набережной реки Гудзон до Беттери-парка. Стараемся передать нашу радость американцам, чтобы они, может быть, хоть немножко, но узнали об этой войне, о том, сколько советских солдат умерло в этой войне, что мы воевали вместе против нацизма и вместе победили, что 400 тысяч американцев умерло и больше 20 миллионов советских солдат. А в городе Якутске «Бессмертный полк» пройдет 9 мая уже в 8-й раз. Еще в 2012 году к акции присоединилось 3000 человек. За прошлый год участие в шествии приняли 45 тысяч горожан. Самая наша главная задача, чтобы люди приходили не по какой-то разнарядке, приходили не потому, что им руководство приказало, обязало. Нет, не поэтому. Чтобы шли по зову сердца, потому что это прежде всего семейная история. И самое главное, чтобы сохранялась связь поколений. Нужно ли записываться в «Бессмертный полк»? Абсолютно нет. Как мы уже сказали, это народная акция, и поэтому никакой регистрации на «Бессмертный полк» нету. Приходят, встают и идут. Маршрут шествия объединяет 3 главные площади города Якутска – Ленина, Орджоникидзе и Площадь Победы. Сбор участников начнется в 10 часов утра на площади Ленина. Их ожидает концерт, после чего уже в половину 11-го будет построение. Начало шествия в 11 утра. Ольга Башук, Григорий Охлопков, Якутск. В республике в эти дни проходят и другие мероприятия. Так, в минувшие выходные в Удачном состоялся отчетный концерт народного коллектива эстрадного танца «Амазонки». За годы своей деятельности ансамбль покорил не только сцены Мирнинского района, но и вышел на международную арену. Как приветствовала лауреатов местная публика и какую программу представили зрителю, расскажет Злата Курбанова.
Четкие синхронные движения, лассо, поллассо, тете-фрау. Все это можно было увидеть на главной сцене удачного в минувшие выходные. От простых танцевальных элементов до выполнения сложных акробатических движений. Путь был нелегкий, признается Валерия Орлова. 7 лет в эстрадных танцах и всего лишь 2 года в рок-н-ролле. За это время коллектив «Драйв» успел покорить не только местные подмостки, но и выступить на сценах международного уровня. Для нас сначала было это удивительно. Для нас это впервые мы увидели рок-н-ролл и узнали, что это такое. К нам приезжали мастера спорта из Москвы, показывали мастер-классы. Мы с ними учились плотно, занимались и достигали высоких успехов. Но для нас это было сложно. Конечно, для каждого будет сложно перейти на такой вид спорта. Но мы справились с этим. Тематика концерта «Танцующие во Вселенной» выбрана неспроста. Через танец организаторы танцевального шоу показали зрителю все то, что окружает их. Природу, энергию Вселенной, ненависть и любовь к жизни, людям, танцу. «Танцующие во Вселенной» – это тема больше философская, наверное, чем танцевальная. Мы через танец попытались донести до людей, что вообще происходит вокруг нас. И что мы вообще, кто мы вообще, и зачем мы живем на этой земле. Шоу состояло из 14 танцевальных постановок, в которых приняли участие более 40 артистов. Также на отчетном концерте отметили и танцоров, внесших вклад в культурное развитие города, района и республики. Злата Курбанова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». На этом у меня пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.